Этот документ ждали давно. По поручению главы государства Министерство экономики совместно с российскими федеральными органами разработало прозрачный порядок реализации льготных кредитов. Свои подписи под соглашением сопредседатели межправкомиссии поставили в минувшую субботу. Главная цель – дать бизнесу длинные и доступные деньги. Президент Бадр Зуравович Гумба определил стратегическое видение и приоритеты экономического развития. Задача правительства – обеспечить реализацию основных направлений государственной экономической политики, воплотить стратегические ориентиры в конкретных показателях, механизмах и бюджетных обязательствах. Механизм прост. Льготное финансирование предоставляется юридическим лицам, зарегистрированным в Абхазии. Низкая стоимость кредитов для предпринимателей будет обеспечена за счет прямого субсидирования процентной ставки. Общий объем программы на ближайшие 5 лет составит колоссальные 20 миллиардов рублей. Имеется в виду, что российские банки, которые изъявили готовность участвовать в данном процессе, это ПАО ВТБ, Россельхозбанк, ВБРФ, и также их дочерние предприятия будут предоставлять абхазским юридическим лицам заемные средства по льготной ставке. При этом разница для того, чтобы банки не несли убытки, будет компенсироваться правительством Республики Абхазия из средств российской финансовой помощи. Абхазские юридические лица в данном случае могут рассчитывать на получение кредита по ставке, которая является плавающей. Рассчитывается по формуле ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, умноженная на 0,7. На текущий момент, исходя из ключевой ставки Центрального банка России, составляющей 15%, ставка для заемщика будет составлять 10,5%, что в текущих условиях, когда заемные средства являются, скажем так, дорогими по сравнению с прошедшими годами, и текущая рыночная ставка по кредитам в абхазских банках колеблется в пределах от 22 до 24%, за исключением потребительских кредитов, которые еще выше. Данные средства являются максимально дешевым источником реализации инвестиционных проектов, которые доступны нам на текущий момент. То, что касается размера инвестиционных проектов, сейчас мы с вами говорим о программе, которая предполагает выдачу кредитов, сумма которых превышает 50 миллионов рублей. Сейчас Минэкономики готовит порядок ранжирования проектов. Это система отбора наиболее полезных для страны инициатив. В фокусе внимания агропромышленный комплекс, переработка продукции и туризм. Однако в ведомстве подчеркивают, двери открыты и для предпринимателей из других сфер. Важен и географический баланс. Кредитный ресурс должен дойти до каждого района республики. При этом особый акцент сделают на тех территориях, которые сегодня остро нуждаются в инвестиционном импульсе. В том, что касается ранжирования проектов, еще рассматривается такой вариант – установить критерий как район, в котором планируется реализовать инвестиционный проект. У нас такая практика была в прошлом году в рамках реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Опять же, на примере прошлогодней программы речь идет о том, что районы с наименьшим уровнем социально-экономического развития, это в первую очередь Тхорчальские, Ачимчирские, Гальские районы, при реализации инвестиционных проектов в таких районах инвестиционному проекту на этапе входа будет предоставляться больше баллов при рассмотрении, соответственно, будет больше шансов, что этот проект будет впоследствии одобрен комиссией. Срок кредитования – еще одно преимущество программы. Закрыть заем можно в течение 10 лет. Итоговые показатели будут зависеть от качества предоставленного бизнес-плана и решения банка-кредитора. Главный социальный эффект, на который рассчитывают власти – это создание тысяч новых рабочих мест и укрепление платформы для экономического суверенитета страны. Мы пробовали подсчитать на основании проектов, которые реализовывались в период с 22 по 25 годы, и есть понимание, что на сумму 10 миллиардов рублей ожидается создание порядка 500 рабочих мест. Это имеется в виду проекты, объем финансирования, который мы планируем получить в период 26-27, ну, может быть, часть 28 года. Впоследствии уже, безусловно, все будет зависеть от инфляционных процессов, как они влияют на то, насколько эффективно использование заемных средств.
Вся информация о том, как подготовить документы и подать заявку, появится уже 6 апреля. Ознакомиться с правилами можно будет на официальном сайте Министерства экономики и в СМИ. Гугу Савардания, Ахрамичпа, Абхазское телевидение.